Ладушкин, телеканал «Эфир». Благовещение Пресвятой Богородицы сегодня отмечают православные христиане. Торжественные службы прошли во всех храмах Казани. Праздник – воспоминания о дне, когда Деве Марии пришла весть о будущем рождении Иисуса Христа. По традиции сегодня на волю выпускают птиц. Они символизируют Святой Дух. Существуют и строгие запреты. Так нельзя работать на земле. В народе говорят, на Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет. И в Благовещение старообрядцы собрались на праздничную службу. Старообрядческая община Казани – это более 2000 верующих. Службу сегодня возглавил епископ Казанско-Вятский Ефимий. За благословением владыки верующие выстроились в очередь. Юлия Шабанова продолжит. На воскресную, да еще и благовещенскую службу в храме настоящий праздник. Женщины в сарафанах в пол и белых платках, мужчины в рубахах и обязательно подпоясанные. Старообрядцы свято чтут традиции, которым более 1000 лет. Одноголосье придает особую торжественность. Знаменное или унисонное пение тоже сохранили со времен Древней Руси, как и синхронные земные поклоны в пол, до 150 за службу. И тут главное не испачкать руки. В нашем обряде употребляются вот такие подручники. Это для того, чтобы полагать на себя крест только чистыми руками. Грязными руками не положено полагать крест на себя. Для этого старообрядцы сами шьют специальные коврики, подручники, а также лестовки, старообрядческий аналог четок. Лестовка, она одевается на левую руку, имеет то значение, что в первую очередь она отгоняет всю нечистую силу. От колдовства, от всего, но она имеет большое значение. После службы старообрядцы не спешат расходиться, ждут самого главного – благословения от владыки Ефимия, встречая его обязательно земным поклоном. Крестопоклонная неделя – это своеобразная подготовка к самой тяжелой и строгой службе для старообрядцев. Марье настояние длится 6 часов, и все это время верующие непрерывно совершают земные поклоны. 1000 поклонов за службу выдерживают не все. Человек, который регулярно ходит в храм и исполняет все заповеди, он получает ту небесную силу, Божью силу, которая дает ему жить. Казанский собор кафедральный, главный сразу для 7 регионов России. По ним сегодня, сразу после службы, владыка Ефимий отправился в недельную поездку. Юлия Шабанова, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».